Першым уласны фірмовы мэрч атрымаў Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пазней такія ж крамы адкрыліся ў Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце і Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Праект падавалі як сучасную еўрапейскую практыку. Студэнтам прапаноўвалі адзенне і сувеніры з сімволікай сваіх БНУ. Расследаванне паказала, што кампанія «Універсітэцкія традыцыі», якая займалася гэтым бізнесам, была звязаная з прэзідэнцкім спартовым клубам, якім ужо шмат гадоў кіруе Дмітрый Лукашенко. Сярод саўладальнікаў таксама фігуравалі кампаніі і асобы, якія, паводле журналістаў, маюць дачыненне да найбліжэйшага асяроддзя сярэдняга сына Лукашэнкі. Сярод іх даўні партнёр Дмітрыя ў хакеі Яўген Кукушкін. Тым не менш, праект паспяховым не стаў. Паводле фінансавай справаздачнасці, апошнія гады кампанія працавала з мінімальнай выручкай і нават несла страты. У 2024 годзе ўсе стацыянарныя крамы закрылі, а продаж мэрчу перанеслі выключна ў сацыяльныя сеткі. А ўжо цяпер з намі на відэасувязі знаходзіцца журналістка бюро «Медыа» Ксения Вознякоўцева. Ксения, вітаем вас. Добрый вечер. Я б хотела закрануть особу Євгенія Кукушкіна, чоловіка, доля кампанії якого належить до університетських традицій. Цікаво, що гэта чоловік з судимостью за спробу продать державную таємницю російським бізнесовцам. Ён легко пазней змог вернуться ў бізнес і ў спорт, і таксама атрымаў за гэтае злачынства, за гэта абвінавачанне умоўны тэрмін, а не рэальны. Чаму менавіта гэты чалавек, на вашу думку, мог стаць бізнес-партнёрам Дмітрыя Лукашэнкі? Ну, здесь на самом деле еще важный нюанс с этим делом. Вот эти российские бизнесмены, это Кукушкин думал, что он продает бизнес, там какие-то там данные российским бизнесменам. Насколько стало потом известно из российской прессы, на самом деле это была такая операция КГБ, специальная операция, вот, и они, видимо, хотели как-то проверить его на чистоплотность, на добросовестность. Человек занимает как бы достаточно серьезную чиновничью должность при Совете Министров, да, и ну вот он, собственно, не выдержал испытания вот этим вот златом, да. Но, тем не менее, да, он действительно делался уголовным, не реальным уголовным сроком, а условным, притом там с испытательным сроком, который, когда закончился, ему, собственно, вообще эту условку аннулировали, да, то есть как бы судимость погашена. Почему вообще он мог выбраться и почему он оказался вот снова в спорте, да, в хоккее и в бизнесе Дмитрия Лукашенко? Ну, во-первых, есть такая, конечно, вероятность, можно и допустить, что либо сам Дмитрий Лукашенко, либо кто-то там из его топ-менеджеров или близких ему там людей, бизнесменов, чиновников, да, мог как бы пролоббировать интересы этого Кукушкина, да, что значит, как бы парня надо вытащить. А второй вероятный вариант еще может заключаться в том, что помимо какой-то крыши, да, в принципе, такие люди для режима, они суперудобные, да, потому что ими легко манипулировать. На них есть компромат, на них уже есть папка там с абсолютно лайтовым уголовным делом, которое должно было перерасти в большой серьезный срок. Это продажа государственной военной тайны, да. И такими людьми очень просто управлять, и при любой возможности напоминать, что, значит, у нас есть на тебя папочка, у нас на тебя есть дело, и если ты сейчас там будешь как бы возникать и делать что-то не то, как нам нравится, то как бы, ну, вернешься туда, откуда мы тебя привели. И, ну, это не совершенно, этот Кукушкин, это не единственный пример того, как режим вот занимается вот этим системным шантажом белорусских граждан, вне зависимости там от их положения и принадлежности к чиновникам там или к рядовым белорусам. Таксама цікава, вы ў сваім расследаванні згадвалі, што Кукушкін старшыня рады ў аматарскай хакейнай камандзе «Шчыт», і ў 25-м годзе ён працаваў там як трэнер на чвэрць стаўкі і зарабляў 25, так. 1860 беларускіх рублёў за такую невялікую колькасць гадзін. Адкуль, на вашу думку, у гэтага аматарскага хакейнага клубу такія могуць быць грошы за гэтыя заробкі? Ну, если это общественное объединение, а любительский хоккейный клуб «Щит» — это общественное объединение, вероятно, деньги там проводятся по статье какой-нибудь из разряда там спонсорская помощь, да. Ну, к счастью, история знает много случаев, когда в тот же президентский спортивный клуб, да, вот эта спонсорская помощь выделялась в качестве, ну, как бы таких легализованных откатов, да. Поэтому, ну, скорее всего, оттуда. Мгм.
У мяне таксама яшчэ пытанне, там яшчэ згадвалася жаночая каманда, таксама пантэры. Чаму з ёй не атрымалася? Чаму яна праіснавала там 3 года, здаецца, толькі? Што там не атрымалася? Ну, там не получилось, насколько я поняла, найти финансирование. Кукушкин там был генеральным директором или там главным тренером, вот. И это была единственная женская хоккейная команда в Беларуси, да, и, ну, как бы такое ноу-хау, если учесть, что это начало десятых годов, я так понимаю, что как бы комитеты, которые отвечают за выделение денег там на различные спортивные организации, просто, судя по интервью Кукушкина, их не дали, видимо, потому что женский хоккей в Беларуси в начале десятых, может быть, это было очень смело, может быть, просто не видели смысла как бы тратить, ну, какие-то государственные, в том числе, средства на поддержание вот этой вот концепции.